Вместе с приходом весны яркими красками наполнилась не только природа, но и река Карагайлы. Болотно-желтый цвет воды не на шутку обеспокоил сибайцев. Карагайлы впадает в реку Туяляс, которая, в свою очередь, в реку Урал, где многие горожане так любят проводить выходные дни с удочкой в руках. Сразу стали высказываться предположения, мол, это какая-то химия, а значит, скоро и рыбы не станет. Проверить состояние воды выехали специалисты Сибайского территориального комитета Министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан, которые заявили, повода для беспокойства нет. Такая ситуация наблюдается уже вторую весну. На протяжении 1,5 лет наблюдается такая картина, что по реке река Карагайлы носит такой немножко желтоватый цвет оттенок. Но у людей, горожан могу успокоить, что никаких аварийных ситуаций на протяжении 10 лет у нас в реке Карагайлы не наблюдается. Сброс у нас идет промышленных стоков очищенный. Эта картина наблюдается с той поры, когда провели расчистку русла реки Карагайлы. Проводили, параллельно с расчисткой русла реки, проводили выпрямление русла реки. Когда проводили выпрямление, то натолкнулись на глиняное месторождение. По осени, вот когда тоже была жалоба из соседнего региона Челябинской области, тоже выезжали, обследовали ситуацию, провели отбор в 8 точках реки Карагайлы и реки Пудалас, куда впадает река Карагайлы. Качество воды было хорошее, хотя и носила вода немножко желтоватого цвета. По осени, я думаю, что вода нормализуется, цвет воды, вместе с тем, как увеличится осадками. Реконструкция и выпрямление русла реки Карагайлы были начаты в 2013 году. В рамках федеральной программы на эти цели выделили 13 миллионов рублей. Работы производились поэтапно и полностью были завершены в 2015 году после прохождения весеннего паводка. Тогда, согласно лабораторным данным анализа воды, ее качество значительно улучшилось. Но потом начался смыв донных отложений, из-за которых вода приобрела такой глиняный цвет. По словам экологов, ситуацию они мониторят постоянно. Подобная картина будет наблюдаться еще в ближайшие года 1,5-2. Что касается сибайского филиала Училинского ГУКа, деятельность которого горожане соотнесли с желтым цветом реки Карагайлы, со своей стороны перед сбросом предприятие максимально очищает промышленные воды. Эффективность работы очистных сооружений по некоторым ингредиентам достигает 95-98%, а качество промышленных сточных вод соответствует нормативам допустимого сброса. Сейчас мы находимся возле станции нейтрализации шахтных и подотвальных вод сибайского филиала Училинского горно-обогатительного комбината. Именно в этом районе после очистки производится сброс промышленной сточной воды. Как видим, ее цвет значительно отличается от того, что мы видели ранее. И это лишний раз подтверждает, ни о какой химии речи не идет. Лиана Кириллова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.